Добрый день, друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивный». С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады сегодня представить наших участников. Сегодня вместе с нами играют победители молодежного фестиваля «Мусустар-2023» в направлении «Расскажи о главном». Итак, давайте поприветствуем нашу первую троицу. Это Елизавета Боровик, Анна Чурина и Михаил Кириллин. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Очень рады вас видеть в нашей студии. Расскажите, как вы назвали сегодня свою команду? И какой девиз вы придумали? Наш девиз «Стрела». Ваше название Да, «Стрела». Наше название «Стрела», наш девиз. Как стрела мы будем мчаться, вам за нами не угнаться. Вы только что придумали. Вау, здорово! Супер! У студентки второго курса АГАТУ Елизаветы Боровик уже есть свой маленький бизнес – кофе-точка в Якутске. А еще она увлекается не совсем женским видом спорта – боксом, о котором ежедневно рассказывает в своем блоге. Признается, что ее блог – это ее дневник жизни, где повествуется о всех ее сторонах. А мастер-классы фестиваля «Мусустар» и его направление «Расскажи о главном» научили Елизавету, как сама признается девушка, быстро монтировать видео, а это очень ценные знания. Анна Чурина – мама в декрете, любит готовить и, как многие молодые мамочки, ежедневно освещает жизнь своего ребенка, его развитие и успехи. Сегодня у Анны 2500 подписчиков, и достигла она такого количества именно тогда, когда стала мамой. На фестивале мне все было очень интересно, ведь я засиделась дома, признается Анна. Особенно ей понравились мастер-классы приглашенных экспертов, в частности Алексея Столярова. Михаила Кириллина наши телезрители, возможно, узнали как экс-ведущего молодежной программы «Пропеллер», выходившей несколько лет назад. И видео его настолько увлекло, что сегодня это и его профессия, и увлечение. Более того, как видеограф он принял участие в «Мусустар», причем второй год подряд. И второй год он побеждает. Как и в прошлый раз, нынче он осветил весь фестиваль в формате дневников. Но в этом году впервые написал пост с текстом. До этого я никогда этим не занимался, и оказывается, писать тексты очень сложно, признается Михаил. А сейчас я приглашаю в студию вторую команду. Возглавляет вторую тройку Валерия Васильева. За ней следует Ализана Слепцова и замыкает тройку Светлана Стручкова. Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, название вашей команды и девиз. Наша команда «Благини». Наш девиз «Мы благини, супер-класс, победим мы всех сейчас». Валерия Васильева родом из Момского улуса, по национальности она эвенка, поэтому после окончания школы поступила в СУФУ, в Институт языков и культуры народов Северо-Востока России. Чтобы мой язык не пропал, серьезно говорит Валерия. Сегодня она работает воспитателем в детском саду, активно ведет блог, где делится своими эмоциями. У нее более 2000 подписчиков. Ализана Слепцова по образованию филолог-китаист. И сейчас она обучает китайских студентов русскому языку. С 2015 года активно ведет в социальных сетях свой блог. И нет ни одного дня, когда бы она что-либо не опубликовала. Подписчиков у нее более 13 тысяч. Называет себя самоучкой и ведет свой блог по наитию. Поэтому на Мусустар с радостью впитывала в себя новые знания, как создавать контент, как вызывать интерес у подписчиков, как сделать, чтобы фотография получилась качественной. На фестивале Ализана заняла 3-е место. Мы ее еще раз поздравляем. Студентка мединститута СУФУ Светлана Стручкова – маркетолог и СММщик с большим опытом. В своем личном блоге девушка повествует свою повседневную жизнь, свои радости и успехи, свою учебу и работу, и как она развивается в сфере СММ. Попасть на молодежный фестиваль «Мусустар» Светлана мечтала уже давно, и вот мечта сбылась. Мастер-классы якутских и приглашенных спикеров считает очень полезными, особенно она в восторге от Алексея Столярова. Капитаны будут вынуждены бросить наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, и становится командой красных. Стрела у вас капитан кто? Михаил. Михаил, давайте бросайте кубик. Мне никогда не везет на самом деле. Ну, посмотрим. Вы же Здесь повезет. победитель. Как не везет? 2 года подряд. 2 года подряд. Это труд, это не везение. А это везение.
4. Нормально. Неплохо. Так, девушки-благини, Ничего. кто? А. Валерия. Благини. О, Остаетесь на Присаживайтесь места. на свои диванчики, местами вы не меняетесь. Команда «Стрела» становится командой красных, а команда «Благини» — командой синих. Все поняли правила игры, итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой, и таким образом мы определим, какое задание попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. А я хочу напомнить, что если кубик вам покажет цифру 6, в этом случае прозвучит видео-вопрос от эксперта нашей программы, преподавателя филфака СВФУ Дмитрия Жиркова. У него вопросы очень простые есть и не очень простые. Тут как попадется. Это же участь повезет. вас может поджидать и в конце нашей игры, в конце нашего игрового поля. Если кубик покажет цифру больше, чем осталось шагов, вам нужно выполнить сразу два задания. Первое задание — это пантомима, как последняя клетка нашего игрового поля. И второе задание — Дмитрий Жирков, филфак, да? В любом случае на каждый ответ вам дается по 45 секунд. Команда красных стартует. Михаил, бросайте А, я? кубик как капитан команды. Вы ну ладно. открываете Опять нашу не игру. сейчас. Так, Какую цифру хотели бы? не 6, наверное, скорее всего, потому что нам попадется опять сложный вопрос. Четвертая. Вам придется рисовать, Михаил, для Мне этого. Да, вам придется рисовать. Фишку. Выбирайте карточку, как я вас учила. Так. Девочкам своим не показываем. Не показываем. Показывайте только мне. Смотрим на синий фон. И это надо будет нарисовать, чтобы девушки поняли, о чем идет речь. Вы хорошо рисуете? Очень плохо. Давайте это проверим. Ага. Мне интересно, это одно слово или словосочетание? Можно описать, сколько слов. Сколько? Да. Подождите. Одно. Замечательно. Поехали, время. Уже лучше. Эм, Дом. Человек. Интересное начало. Это что? Нет, не смотрите, это не то. Люди. Детство. С чем они? 20 секунд. Варианты ответов, девочки. Ферма, может. Это игра какая-то? Это что такое? Они что-то несут. Показывать я не могу, да? Нет, Нет, только нет. рисуем. Они 10 как будто секунд. что-то несут. Я Да. знаю, что в пантомиме вам равных парк, нет, но цирк? здесь рисуем. Что Что это? они делают? Они несут что-то? Стройка. Я так понимаю, это какая-то ферма. Время. Ответ какой? Карнавал. А как? Как нарисовать? Как это Надо нарисовать было карнавал? маску карнавальную нарисовать. Точно. А я почему-то бразильский карнавал вспомнил. Показали бы, наверное, да? Я показал бы. Так, ваша фишка стоит на месте. Девушки, бросайте кубик. Валерия, как капитан команды. Какую цифру вы хотели бы? Тоже не 6? А, ну 6. Правильно. 3. И это пантомима. Для этого Выберите карточку. нужно будет выбрать карточку. Мы узнаем, какое задание вам попадется для пантомимы. Желтый фон. Вот, это надо будет показать. Без слов и без звуков. Поехали. Время. Усы, Дед Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз, Новый год. Новый год. Новый год. Дед Мороз и Санта. Снегурочка. Новый год, подарок. Подарок. Дарить подарок на Новый год. Новый Дарить год. Новогодний Праздник. подарок. Новогодний, Настроение. новогоднее Волшебство. атмосфера. Новогоднее, это первое слово. Новогоднее. Что второе слово показывает? Подарок. Новогодние подарки, Антон. Новогоднее настроение людям. Новогодняя Дарить. радость. Новогодний... 10 секунд. Что второе слово? Время. Новогодний праздник. Праздник. Ну, Александра, прям Новогодний рядом вы стояли, праздник, да. И так быстро Настроение, да, было что-то такое Хороший похожее. как бы вариант, но правильно. Так, ваша фишка тоже стоит на месте. Бросайте кубик. Команда красных. Стрела. Анна. Давай, 5. Нам нужно. Главное, не 6, да? Как по заказу. А это рисовать. Рисовать? Да, это рисовать. Карнавал Выбираем сразу. Похоже на карнавал? Поехали. Погнали.
Коробка. Это что такое? Деньги, Доллар. деньги, доллар, инфляция. Монета, купюра. Бумажная Что это? купюра. Акция, что это? $1. Что-то. 25 секунд. Одна купюра. Одна купюра, облигация. Что еще? Можете еще рисовать. Злые деньги. Ну, Там какой-то сложный слово должно быть. 10 секунд. 10 секунд. Давай, соска, что это? Инопланетяне, что это такое? Банк какой-то. Это меню. Денежный банк. Банковская Банкнота. Время. Нет, да? 0. Но банкнота, Не но успели. не успели. Не успели. Раньше надо было нарисовать. Чуть. А это что такое? Вы были так близки. банк. Это банк. А вот это вот что? Ну, типа, Это крыша. Соска какая? Хорошее начало. Давайте-ка, девушки, команда синих, продолжим игру. Да. Да. Ализана, бросайте кубик. Пока ни одна команда не сделала шага. 4. Говорите, Тоже. Ализана. Выбираем карточку. Карточку. Смотрим на синий фон и человечка на этом фоне, который говорит. Мы знаем, да? Поехали. Ага. Когда лето, все едут туда. Отдыхать, купаться. Озеро. Куда? Куда? Лес. Пикник в лес. Нет, куда? За город. Покупают билеты. А, море? Уезжают, Море. да. Ага, море. Пляж. А море какое у нас обычно? Черное море. Нет, какое оно? На вкус какое? Соленое. море. Ага. Да, соленое море. Да. Да? Круто Хорошо вы объясняете. Так, Ализана, делайте 4 шага вперед. Ваша фишка синего цвета. И А. с этого момента можно А как? считать, что игра у нас началась. Отсюда. А вот Раз, два, три, 4. Команда Благини сделали шаг. И давайте команда красных продолжит игру. И, возможно, вам сейчас тоже повезет. Надеюсь. 4. 4. Это тоже говорить. Говорить. Да. О, Выбираем это лучше, карточку. Тоже синий фон и человечка на синем фоне. Это надо будет объяснить словами, исключая однокоренные. Поехали. А в церкви что? Много чего? Прихожан. Нет. Висит. Свечи. Икона. Ух ты. Верно. 4 шага Молодец, вперед. Аня. А Елизавета делает 4 шага вперед. Хорошее и быстрое объяснение. В церкви что висит? Правильно. Раз, два, три, Было бы странно, если бы после этого сказал прихожан. Прихожан много. Так, девушки, команда Благини, бросайте кубик. Светлана. Счет у нас равнялся. Какая же цифра попадется? Один. Это рисовать. Ага. Выбираем карточку. Вы хорошо рисуете, наверное, да? Поехали. Там пишешь количество слов. 2 слова. Так, банка. Ваза. Банка с... Там внутри что-то. Это банка, сердечко, яблочный, груша, земляника, варенье. Варенье. Так, это какой-то фрукт, да, фруктовый, да. Заготовки. Ягода. Так, что-то какая-то яма. Тыква, арбуз, лук. Ну, очень хорошо. Так, Хорошо рисует. Да. и вот это вот. Ой, что? И Да. А это И время у нас истекло. Какой же ответ был? Томатный соус. Томатный соус. Это помидоры. Светлана рисовала помидор. Помидоры. Так, к сожалению, ваша фишка стоит на месте, а команда красных продолжает. А, Михаил, давайте. Неудачные броски от Михаила сейчас будут. Но вдруг 6. Да, и 6, и самый сложный вопрос от филолога. Здравствуйте. А это 4. Раз, Стабильно. 2, 3, 4. О, это телеактивно Кот в «Кот в мешке». мешке. Присаживайтесь на диванчик. Сейчас вас ждет скриншот задания. Это стоп-кадр из известного фильма или сериала, который вы наверняка знаете. Вам нужно будет угадать, о чем идет чем речь. идет. То есть какой фильм или сериал. Мгм. А это все, кадр, и все Да, будет? это всё Я думал, что-то будет. Можно я тоже подаю? Я такой, сейчас я угадаю. Я тоже такая сижу. Ты поняла? Нет. Я вот тоже. Я не знаю. Я не знаю, что это. Ну, Это может, скриншот, стоп-кадр из фильма, либо из сериала какого-то. Я думаю, вы знаете.
Что У думаете? меня есть один вариант, но я не помню. Давай. Я не помню, Как, что? были ли они разные. У вас есть вариант? Нет. Короче, это битва за Хогвартс. Последняя часть даров... Ой, как его? Даров смерти? же, Даров правильно? смерти, Гарри Поттер. Когда, помните, типа вот эти статуи ожили, короче, бух-бух-бух, падали и потом на мост шли. Или я могу ошибаться, но видите, типа они... Да. Ну, Я поняла, Я о вот чем. и глаз не вижу, и лиц, значит, они каменные, правильно? А там типа время не было. Вот, оно типа такое, короче... Да. Помните, когда они купол сделали да. и стреляли, и небо Да, вот да. такое какое-то было? Да, Короче, ну, у меня есть только один подозреваем. вариант. Да. Ну, Это говори. Гарри Поттер. Да, говори. Да? Это Гарри Поттер, Дары смерти, вторая часть. Правильно? Так, давайте узнаем, так это или нет. Посмотрим продолжение этого фрагмента, и вы сразу Сейчас вообще поймете, самое- угадали вы или ошиблись. Пожалуйста. Абсолютно верно. Именно у меня на виде Феноменально. почему-то Да, вот да. это Вы, то, наверное, что- Михаил, поклонник Гарри Поттера. Фанат, да? Я вообще поклонник всего, и сериалов, и фильмов, и так далее. Я большой гик. поэтому. Так что эти конкурсы точно для вас. 4 шага вперед вы делаете, ваша фишка красного цвета. мы идем. Красного Ой. цвета. И на желтый Раз. все, вначале нет. Желтый, желтый. Раз. Вот да. Так. Раз, Два. три. И центральный. Нет, поворачивай, на теле активно. Отлично. Михаил, вы справились, молодец. Команда Благинь, Вот пожалуйста. так идем. Змейка Всё, идет. всё, ага. Змейкой. Раз, два, три. Какая же цифра? Пять. Пять. О, а это пантомима. Пантомима. Да, следующая клетка от стрелы. Возьмите Сначала карточку, тоже выберите. карточку, Валерия. Поехали, ага. Поет песня. Певица. Певица. Актриса. Петь. Мадонна. Горло, голос. Шоу, концерт, фестиваль. Фанаты. Фанаты. Слово фанаты есть ли там? А. Кумир. Сольный концерт. Фанаты. Автограф. Автограф. Ну, что-то певица. Это имя певицы да какой-то. Фанаты, да. Известный Фанаты, как называется еще? Фанаты. Там слово фанаты есть? Фанатичный. 5 секунд. Фанаты. Время. Ответ. Фанаты поп-звезды. Вот. Нужно было все сложить. Так-то вы были на верном пути. Команда красных, давайте продолжим игру. Аня, бросайте кубик. Только не 6. Почему вы боитесь этой цифры? 5. Раз, два, три, четыре. Да, Да? говорите. Говорить. Ага. Выбираем карточку, смотрим на желтый фон. Давайте. Как-то очень стремительно у нас игра развивается, мне кажется. Вот это вот. Поехали? Летом мы копаем картошку где? Огород. Ну, Дача. что это? Дача. Мгм. Смотрим время. Часы. Ага. И Дачные часы. нет. Ну, какие они? Вот дедушка у тебя какой? Старый. Да, значит, Старые какие? часы. Старые часы. Чуть-чуть по-другому. Антикварные часы. Раритет. Старые, но чуть-чуть по-другому. Старинные часы. Да, Старинные часы на даче. Старинные часы на даче. Ну, Аня, не присаживайтесь, потому что вам нужно будет двигать вашу фишку на 5 шагов вперед. И Так, И раз, два, три, четыре, пять. У вас осталось 2 шага до победы. Благине нужно поднажать. Да, Благине, Кто давайте. следующая, Лизана? 6, и вы прямо можете догнать, ребят. Опять. Ну, тоже неплохо. Раз, два, три, четыре. Зеленый фон, пантомима. Это надо будет изобразить. Ой. Поехали. Рыба. Плавать под водой. Змея. Змея. Так. Воздушная змея. Нет. Дерево. Лес. Много дерева. Лес. Африка. Африканские змеи. Китайские. Большое дерево, ага. Они не угадают. Еще Деревянный. артистичнее можете показать. Ага. Дерево, ага. Лес. 5 секунд. И змея есть, ага, еще.
Гремучий лес. Не лес, змея. А, змея, гремучая змея. А вот это показывает кобру. Гремучая змея. Угадают. Так, команда красных продолжает. Я хочу напомнить, что если сейчас кубик покажет больше, чем 2, Так. Это значит, страшно. Дмитрий Жирков и О, Филфак. ага. Поэтому либо Давай. 2, либо Мы меньше. застрянем там навечно. Ну, почему вы так думаете? Ну, вы справитесь. Давайте, Елизавета. 2! И только пантомима, значит, вам нужно будет справиться с этим заданием. Справитесь ли вы с этим? Поехали. Одно слово? Рыбалка, удочка, рыбак. Удочка. Удочка, да? Удилище. Крючок. Крючок! Так, двигайте вашу фишку на 2 шага вперед. Вы Приглашаю можете всю вместе. команду. Все вместе это сделаете. И победителем сегодняшнего шоу «Телеактивно» становится команда «Красный». И мы вручаем вам сертификат от магазина «Блеск», где вы можете найти все для шитья и рукоделия. Михаила точно понадобится. Так, девушки, благини, Присаживайтесь. надеюсь, вы не очень расстроены тем, что вот... А какое задание вам больше всего понравилось? Понравилось Да, задание? Ализану, например. Ну, мне только говорить и попадалось все время. Ну, вы справились отлично. Так, ага. Говорить, ага. Ну, а пантомима «Гремучая змея», Гремучая змея. Нет, пантомимы такие сложные попадаются. да? С каким ожиданием вообще вы шли к нам на передачу? Наверное, только на победу. За эмоции. Нет, просто чтобы на телевидении показать. Вы сегодня, кстати, хотели зайти с телефонами, вот что-то успели уже снять, да? Забыли. вот это. Мне кажется, забыли. Во время игры всегда вот все забывают. Да. Да. Михаил, вы рады, что вам не попался Дмитрий Жирков? Да, я бы опозорился. Так как я закончил филологический университет, еще и учитель русского языка и литературы, я бы там вообще... Посыпался. Да, я бы домой плакать шел подушку. Поэтому с подушкой сидите, да? Ну вот как раз. Вот и с этой мы ушел. С каким ожиданием вы шли к нам на программу? Вот вам сказали, победитель Мусустар приходит в телеактивно. Я пришел повеселиться. Просто поиграть и повеселиться. Вот главная задача была сегодня моя. И вам удалось. Да? Да. Да. Аня, Да. что вам понравилось, а Мне что меньше очень понравилось вообще, вся игра понравилась. Я люблю такие вот игры, особенно я фанат настольных игр, и с такой игрой я тоже знакома. Вот, мне просто все понравилось, что тут было. Вы Было замечательно весело, играете, было весело, оказывается. и как бы получила очень много эмоций, было очень круто. А это видно, да, что Да. Аня играет в настольные игры, потому что старинные часы на даче, вот провяжу так объяснить. За Это пару да. секунд. Это действительно нужно иметь навыки. Опыт. Елизавета? Ну, я абсолютно согласна со словами Анны, потому что понравилось абсолютно все. Просто так разнообразили свои будни, так сказать, да. Вот, и эмоции. Вроде такое короткое время, но столько уже всего произошло. А школьные вопросы вас не смутили? Да, это было очень сложно. Да. Особенно после того, как ты закончил школу уже давно, и нужно повторение. это Обычно, точно. когда смотришь ролики, когда вот люди не угадывают на улице, школьные вопросы, думают, да, как вы глупые, думаю. А потом себе задают и все забываешь. Такой, Запомните, фонетический разбор. Огромное спасибо вам за участие в нашей программе, за то, что вот вы украсили наши будни, да, рабочие, своим присутствием, своим участием в нашем телешоу. Что ж, дорогие друзья, как вы поняли, порой даже самое простое слово довольно-таки трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока-пока!